Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Įsaugoti tradicijas ir papročius, net jeigu esi tik maža savo tautos dalelė svetimoje šalyje. Lietuvos totorių bendruomenė nedidelė, tačiau jų šventės įspūdingos, skaičiuojančios tūkstančius metų. Kunigaikštis Vytautas pakvietęs į Lietuvą totorius, greičiausiai nei nesitikėjo, kad praėjus 100 metų ši Azijos tauta vis dar prisimins, iš kur kilusi. Lietuvos totoriai neslėpė savo kilmės, mielai dalijasi savo prisiminimais ir vilėsi, kad jų tradicijos dar ilgai keliaus iš kartos į kartą. Šįkart papasakokime apie visaginiečių totorių pavasario ūkio darbų pabaigtuvių šventę, kurią jie vadina Сабантуями. Сабантуй с татарского «сабан» — это плуг, а «туй» — большой праздник. Праздник плуга, значит. Это очень древний праздник. Еще в 922 году, когда путешествовал арабский путешественник по Волжской Булгарии, он написал, что у татар, вот живущих на Волге, есть такой праздник Сабантуй. Прошло уже 1000 лет, а там что там было до этого, не знаю. Ну, очень древний праздник. Это праздник не только татар, но и башкир. Populiari, tūkstantmetį skaičiuojanti šventė išgyveno iki šių dienų ir mielai švenčiama po šiolei. Недаром же вот этот праздник называется Туй. Большой Туй, когда большой праздник, значит большая подготовка. И распределяем роли, кто чем будет заниматься. Выбираем дату. Это тоже очень важно, чтобы люди, во-первых, были свободны, чтобы мы могли сами приглашать каких-то своих родственников. Это тоже нам важно. Чтобы можно было хорошо веселиться, тоже погодные условия. Поэтому мы обычно, уже практика показывает, что это надо нам делать где-то в конце мая или в начале июня. Paskutinį kartą Visagino bendruomenė šią šventę džiaugiasi 2021 metais. Būtent šie metai buvo paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais. Vėliau COVID pandemija sumaišė visus planus ir šventes, kuriuose susirenka daugybė žmonių, teko atidėti geresniems laikams. Сабантуй первый раз проводили в 96 году, но тогда у нас еще не было общества. Мы просто собрались. И мы так очень красиво это провели, и у нас там зародилась именно мысль, нам надо организоваться в обществе. После Сабантуя, это тоже было лето, мы поехали 40 татар, туда нас пригласили на 600-летие поселения татар в Литве, и вот эта фотография как раз оттуда. Вот эта бабушка, ее звали Кафия Аби, она приехала из Пермского края. Можно сказать, она имела тоже большое значение в организации нашего общества, потому что она носила платок необычно, как привыкли здесь в Литве, а как принято, как носят татарские бабушки. И когда она гуляла по городу со своим внуком, то есть даже не внуком, а с правнуком, все мы это замечали, видели и обращались к ней, подходили, на татарском языке обращались. Она так очень всегда это приветствие принимала очень радостно и все время рассказывала, что здесь татар не только вы, и другие татары есть. Я знаю вот такую семью. И вот таким образом она постепенно всех нас перезнакомила. Когда мы сюда приехали, мы татар почти не знали, но была у нас, вы, наверное, уже слышали, Кафия Аби, которая ушла от нас в 92 года. Вот она одевалась чисто по-татарски везде и всегда. И как-то в автобусе едем, она мне по-татарски балам. То есть, доча, пробей талон. Я увидела, что татарка, стала по-татарски с ней разговаривать. Она говорит, а ты тех татар знаешь? Нет. А тех знаешь? Нет.
И так вот она нас, как бусинок, вот в бусы собрала всех подряд и всех познакомила. И мы вот все вместе объединились в общество. И в один прекрасный день устроили вечер знакомства общий уже. Šios senolės dėka Visagino totoriai susipažino, subūrė bendruomenę ir pradėjo kartu puoselėti protėvių tradicijas. Būtent šio miestelio totoriai pirmieji Lietuvoje surengė sabantujų. Išvydę, kaip švenčiama ši senovinė šventė, visaginiečių pavyzdžių pasiekė klaipėdiečiai ir kitų miestų totoriai. Для меня лично это праздник моего детства, потому что мы на этих праздниках выросли, и очень трепетные вот эти воспоминания, когда мы ездили со своей семьей на повозках, на Сабантуй, когда к нам приезжали родственники из всего округа, когда мы общались, дети играли. Ну, вот такие у меня остались теплые воспоминания и, конечно, самый теплый праздник. Для нашего общества в целом объединение духом. Я не знаю, мы же создались, в принципе, для того, чтобы поддержать друг друга. Вот на малой нашей родине теперь Висагинос мы очень любим город, очень. Каждому шагу изумляемся, настолько бережно и трепетно относимся к Висагиносу. Замечательный город. Мы здесь прижились. Kai esi savo tautos tikruopelytė kitos šalies glėbyje, išsaugoti savas tradicijas nėra paprasta. Kas nutiks po 10–20 metų? Ar vaikaičiai tęs savo senelių tradicijas? Juk jau dabar daug kas pasikeitė. Меняется, конечно. Раньше не было, знаете, вот таких палаток не было, ничего не было. Мы садились просто на земле, самовары и так далее. Сейчас нам, ну, как бы, с одной стороны, условия проведения улучшаются, но с другой стороны, сейчас у людей мало времени. Вот это как бы дефицит времени ощущается. И мы должны быстро это делать. Знаете, вот в деревнях же они жили с Сабантуя на Сабантуй. Сабантуй невозможно было представить без борьбы, национальной борьбы, скачек на лошадях. Но мы своих, как бы, такие мероприятия не можем провести. Lietuvos totoriai nėra uždara bendruomenė, jie atvira visiems. Jų Sabantujų per mūsų projektą mes susipažinom ir dabar tęsiasi ta draugystė. Šiandien esu pakviestas į gražią šventę Sabantui. Ir žinau, kad čia yra mano draugai, atvažiuoju, visus pažįstu, man malonu. Esu gavęs dovanėlę iš jų. Tai kaip ir nesu totorius, bet esu rusas iš tikrųjų pagal tautybę. Ir jų kepurė, mano marškiniai ir rodo, kad aš čia kaip savas. И мы сегодня готовим, значит, лапшу. Национальное такое блюдо. Значит, сначала варится мясо, в частности, баранина и говядина тоже. Значит, потом, после того, как мясо сварилось, мы вынимаем мясо, его, скажем, делим на кусочки небольшие, варим потом отдельно в том же бульоне, значит, картошку. Картошку вынимаем и туда добавляем лапшу. Вот именно лапшу. И блюдо готово. Skaičiuojama, kad Visagine gyvena apie 200 totorių. Deja, ne visi aktyviai dalyvauja totorių bendruomenės veikloje. Visgi tokios šventės kaip Sabantujus padeda suvienyti vietos totorius. Ir tai didžiulis šio renginio privalumas. Хотелось бы, конечно, сохранить, но сегодняшняя политика, сегодняшняя жизнь, все меняется, дети уезжают, остается минимум. Но вот пока мы живы, первое поколение, будем говорить, которое в Литве устроилось, и наши дети, некоторые, которые здесь остались, мы хотим передать им все это, и чтобы они держали вот эту марку. Biz iptaşlar Libes Sul bayramının duhun bolalarga verirge, bulacak vakıtta yugatmaska. По-русски это будет звучать так, что мы желаем сохранить дух Сабантуя и передать детям, и чтобы он не затерялся. Это память о наших предках, нашей культуре. Я считаю, что человек, который не знает свои корни, свою культуру, он и не будет интересоваться чужой культурой. Это очень важно, чтобы люди друг друга понимали. Через культуру могут хорошо и красиво жить.